Дорогие друзья, сегодня мы будем с вами заниматься подснежниками. На носу практически зима у нас делает до свидания. Мы на пороге весны. И, конечно же, самый-самый первый цветок, который появляется из матушки земли, это подснежник. Ну, на Руси называют этот цветок именно так. В Германии его называют снежным цветком, в Чехии называют этот цветок снежинкой. Во всем мире подснежники очень-очень любят. И даже организовали международный праздник, который отмечается День подснежника 19 апреля. Но в России у нас этот подснежник также широко представлен. Вообще география этого цветка, она практически в каждом регионе имеется. Вернее, произрастает этот цветок в любом регионе нашей страны. А у нас в Якутии представлено также очень много видов этого удивительного, нежного, красивого цветка. А вообще всего в мире существует 20 видов. Ну что ж, представляю нам нашу героиню следующего нашего материала. Это Татьяна Осиповна Гермогенова, преподаватель дополнительного образования Дворца детского творчества города Якутска. Татьяна Осиповна, чем мы будем заниматься? Мы сегодня будем делать подснежники из фоамирана. Фоамиран – это вот такой вот материал, да, он такой вот похож на замшу. По-другому пластичная замша называется. Так и называется. Так и называется. Ну, фоам – это пористая резина. Фоам – это в переводе пена. Вот пористая резина называют его. Последний Иран – это производитель. Можно сказать, родина фоамирана. Ну, сейчас будем сразу делать. Нам нужны шаблоны. Это круглая 7 сантиметров диаметр. Это у нас будет листья. Вот. Это у нас лепестки. То есть вы уже приготовили? Да. Это диаметр шаблон. 10 сантиметров этого лепестка и ширина 22 миллиметра. Ну, длина, конечно, 5 сантиметров будет, да, если диаметр 10. Так, берем ну, шаблон. можно поменьше, да, сделать еще? Если поменьше сделаем, она... Ну, примерно вот как вот здесь вот, да, вазочки стоят. Да, такие вот это получатся. такой же размер, Ну, как настоящие подснежники наши. А вообще у нас в Якутске подснежники, они вот как раз-таки вот такие желтенькие. И прям вот как солнышки маленькие, да, из-под снега. Да. А, например, на юге Якутии, ну, да, растут. в Алекминске, например, да, они нежно-фиолетового цвета, очень красивые. То есть я когда в первый раз увидела наши якутские подснежники, даже не поверила, что они вот бывают, оказывается, еще и желтого цвета. Так, на фоамиран ее переводим вот зубочисткой. Рисуем зубочисткой. Ну, материал он такой пористый и хорошо прям отпечатывается наш шаблон. А шаблончик вы вырезали из картона, да? Ну, должна быть такая плотная бумага. Да, плотная бумага из картона. Также вот этим делом можно заниматься дома с детьми, да? Да, можно, но обязательно взрослый нужен присутствовать, потому что... Ну, если это маленькие дети совсем. Да, потому что мы вот используем горячий утюг, горячий клей, ножницы, еще вот клей секунда. Который за секунду может... Да, это очень опасный клей, руками вообще нельзя трогать. Да, только кисточкой. Только то есть можно обжечься, да? Да. Ну и не дай бог, если он попадет вовнутрь, да? Только скорая поможет. Так, сейчас включим наш утюг. Утюг должен быть горячим. Так, пусть пригреется. А вообще вот подснежники... Сейчас будем тонировать лепесток с помощью масляного пастеля. Масляный пастель это у нас. Это мелок такой, да? Да. Или что это? Да, мелок. Ну, она масляная. Ну,
То есть он, Простые если тоже мел бывают. обычный стирается, а он может стереться, да? Да. И используем влажную салфетку для этого. Нам нужна влажная салфетка. Так. И немножко вот сюда, На салфеточку. на салфеточку. И немножко тонируем только с краю. А я лепесток. думала, что только Вот так. можно именно, а вот с самим мелком Если самим мелком, там концентрированно очень получится, ярко. да, нет, и вообще будет не тонирование там не будет, это краска будет просто. Мгм. А мы нам делаем, нужно добиться тонирование. более такой вот цвет, чтобы Естественный был такой цвет. естественный, Да, как настоящий. как настоящий. Вообще надо сказать, что подснежники почти вообще везде во всем мире, они занесены в Красную книгу. То есть благодаря людям, которые восхищены вот этим цветком, все так и норовят нарвать этих Так, подснежников. всё, с двух сторон тонируем и сразу прикладываем к горячему утюгу. Вот отсюда держим и сами вот так. Вот. То есть вот мы таким образом отутюживаем, да? Мгм. И сразу на теплую сторону рисуем прожилки зубочисткой. Вот так. У подснежника прожилки, они вот такие прямые. Мгм. И немножко тянем. Это же резина, поэтому немножко тянется. Но надо очень аккуратно, чтобы не порвалась. Ага. Вот так делаем на теплый фоамиран, чтобы получилось как настоящие лепестки. Ну, все лепестки так делаем. А вот мы прорисовали с обеих сторон, да? Да. Прокрасили. Мгм. То есть и сверху, и снизу. Да. Лепесточек у нас получается такой нежно-желтого цвета. Мгм. А в каких-то странах он, оказывается, бывает беленький Да. совершенно. Да. И мне очень жалко, когда люди берут и просто вот рвут этих подснежники. Но вот замена этим подснежникам живым может стать вот такие вот цветочки, которые мы сделали сами, своими руками. Ага, из фоамирана. И фоамиран создан, чтобы делать Именно цветы. именно цветы. Да. То есть с помощью Чтоб вот как этой палитры, настоящие да, были. с помощью вот этой палитры, вот этих мелков масляных, можно создать любые цветочки. Да, вот розу можно, да, вот пионы. Мгм. И вот даже можно сделать эти незабудки, которые у нас растут, да. Теперь берем вот кончик лепестка и прикладываем к утюгу, только кончик. Ага. Вот она, вот так получилось. И вот так немножко сделаем и крутим. Все, как настоящие лепестки получается. Да, это чудо, Так, делаем. которое можно сотворить своими руками. Да. Вот так. Очень осторожно надо, конечно. Утюг горячий. Так. И прикалываем вот зубочисткой незаменимой. Вот. То есть наши инструменты Посередине, это ножницы, зубочистка и наш материал, еще раз, как он называется? Фоамиран. Фоамиран. Да. Теперь будем делать тычинку. Вот эти наши лепестки готовы. Тычинки будем Вот здесь делать. вот тычинки такие, они тоненькие, Желтые, тоненькие. Ну, бахрому делаем с помощью с ножниц. помощью ножницы. Берем самую удобную ножницу и вот так не до конца. Ага. Чем мельче, тем лучше будет. Да, Вот так, он будет более таким вот, более изящным. естественным. Будет как настоящий. Так. Оказывается, вообще на Руси существует такая легенда, что, оказывается, когда Адама и Еву изгнали из, в общем, рая за их плохие дела на землю, было очень холодно, шел снег, и Ева начала рыдать и плакать, вот, ну как же так?
И тогда Бог жалился над Евой и подарил цветы, которые даже вот несмотря на снег, они первыми сквозь снег этот проросли. И вот этот подснежник, он напоминал о том, что есть лучшие времена, и как вообще подснежник — это символ надежды. Оказывается, в культурах многих стран вот как раз-таки подснежник действительно символизирует, потому что после долгой зимы это первый цветок, который появляется. И все легенды у каждого народа, они связаны именно вот с преодолением зла какого-то, холода, невзгод, именно с надеждой на лучшее. Интересно, а вот в якутской истории есть какие-то подобные легенды? Да, у нас есть сказки про подснежник. Это девочка Нюргун. И она очень храбрая девочка. И, ну, как подснежник, она очень чистая. В смысле, вот это... Нежная очень. Нежная, да. И она тоже вселяет надежду, что все Так. будет хорошо. Бахрома у нас готова уже. И перекладываем кутюгу прямо. Вот так. И немножко вот так. Сделаем. Чтобы было кончики тычинок поуже. Вот, поуже стали. Листья у нас... Вот эти тонкие листья у настоящего подснежника бывают где-то 18-12 штук, да? А у нас будет... И они такие нежные, они такие нежные. тоже как вот тоненькие листики. Да. Вот рисуем. Опять-таки на фоамиране. А фоамиран, он тоже бывает и цветным, да? Да, фоамиран бывает цветным, конечно, они разного цвета. Но можно, бывают. наверное, и вот такого цвета превратить в зеленый, да, то есть покрасить. Можно же? Да, можно. Но вот разные цвета же есть, поэтому надо купить нужный цвет. Нужный цвет. Необходимую палитру для наших цветов. То есть Так, зеленый, вот конечно, так необходим, сгибаем. потому что любого цветка Вот тоже зеленый сгибаем. Так. присутствует. И тут немножко, где-то 2 сантиметра вырезаем. Отсюда тоже. И вот четверть разделяем на 4 части равных. Ну, примерно, да? И все. Вот как солнышко получилось у нас, да? Берем, складываем и просто без утюга, без ничего его крутим туда-сюда и немножко тянем. Вот так. Чтобы они были мягенькими. Да, похожие на эти Настоящие. Вот, Ой. смотрите. И немножко тоже тянем. Вот так. Ну а вообще он очень такой нежный, да, материал? Да. И действительно, если вот так его Сильно туда-сюда тянуть. подергать, да, он тянется немножечко. 10% только тянется. И сильно, если тянуть, она Можно порвать, повредить. Ага. Так, давайте. Все. Так, сюда Горячий клей. Горячий клей, очень осторожно. На зубочистку. На зубочистку. Вот буквально 2 капли, да, или 1 капля? Так, и сразу так, немножко вот так. И на холодную воду, чтобы остыл этот горячий клей. Вот капелька Всё. получилась. Да, капелька получилась. Вот. Теперь берем клей и вот этот сосуд немножко. Ну, можно какую-то приспособить крышечку, да, из-под баночки, как у вас. Да. И вот сюда. То есть мы взяли клей, а клей какой именно? Клей Момент называется- подойдет?
Нет, Не подойдет. это корейский клей. Как называется это? Секунда. Ну, что-то аналог наподобие момента, да, клея? Только это другой какой-то по составу, очень опасный. Да. То есть на берем. руки... Тут еще песочек какой-то или что это? Это манная крупа. А, Вот так получается. Теперь будем клеить желтую вот на середину тычинки. Вот так немножко делаем. И немножко только тянем. Немножко. Все. Вот так. Ай. Очень осторожно надо работать. да, то есть можно обжечься, да? А вот, допустим, если с детьми, с какого возраста примерно можно доверить вот эту работу, и как-то ребенок сможет с увлечением заниматься этим? Ну, с детьми мы занимаемся. Ну, со дошколятам, второго- например. Нет, да? со 2 класса и не больше 2. То Потому есть что, где-то с 8 лет, да? да, потому что надо все успеть, смотреть, как они делают. А, то есть, допустим, 2 ребенка. 2 ребенка, Не да, больше, не больше. только 2 ребенка. Да, То есть, потому что дети, они очень любознательные, да, и не успеешь усмотреть. да. Вот Могут и так клей немножко на зубок тянешь, попробовать, не и дай у бог. нас получается. Ну, полоска у нас, я не сказала, ширина сантиметр будет, А длина? а длина будет от 20. Можно побольше сделать, можно поменьше, ну, можно. Ну, примерно вот так, 20 Да, сантиметров. примерно 20 И ширина сантиметров. сантиметр. И ширина сантиметр должен быть. Также из такого же материала это все, Да, это все из фоамирана делаем. Вот, тычинка наша готова. Сейчас будем клеить лепестки. Так, лепестки сюда. Вот, А вот, немножко вот так знаете, мы держим, же, чтоб, кстати, у нас же очень популярно вот это вот творчество, да, я помню еще с советских времен, ну, с детства, со школы, когда мы на уроках труда тоже клеили различные цветочки. Но чтобы пойти на демонстрацию 1 мая. Да, это Вот. мы делали из бумаги, да? Мы делали из Цветной. бумаги. И, конечно, у нас цветы получались не такие. Бумажные, сразу видно было. Да. Вот. А оказывается, можно сделать вот такие красивые подснежники, да и вообще любые цветы, да? Как раз таки вот приурочить вот к этому мероприятию, к 1 мая. Да, А сейчас еще остается время у нас, дорогие товарищи, до того, как мы начнем, так. И как мы пойдем на парад, мы можем дома потренироваться. вот да? почти готово наш Ага. подснежник. Это все убираем оставшуюся и сюда клеим вот наш лист. Сейчас, подождите. Так, немножко делаем и сюда. А вот скажите, Всё. какие вот умения вот, ну, как бы сказать, нужны, да? Все могут или не все? Ну, допустим, как сказать, мужчины смогут так, например? Которые Конечно. там привыкли там топором, лопатой там, да? Это же надо вот какие-то пальчики такие иметь Ну, тоненькие. надо чувствовать материал, тогда все получится. Ну, я думаю, Ну, у детей тоже точно получится, да? да, они у нас очень талантливые. Мы вот такие брошки делаем. Вот. Какая красота. Вот я То есть приготовила вот эти. замечательно. Если делаете вот, Вот видите, вот такая брошечка. фиолетовый цвет, там немножко надо тоже тонировать синим цветом, темно-синим Ну, допустим, цветом. вот так получилось. Да, Очень красиво. темно-синий цвет, вот этим надо тонировать. Если у вас фиолетовый цвет, берем сиреневую фоамиран и тонируем. Как же вот эту. И розовую можно тонировать красным цветом. Все, сейчас будем сюда клеить. А вот на основе брошки мы клеим, как называется, я забыла.
Ну, подставочку такую, да? Это тоже из фоамирана? Это или? фетр. А, это фетр. Ага, Мгм. это фетр. Сюда клей немножко. Мгм. А скажите, а вот эти вот приспособления вот для клея, сколько это стоит примерно, ну, чтобы немножко сориентировать наших зрителей? Сколько стоит фоамиран, сколько вот краски, ну, допустим, себестоимость? Какова? Фоамиран стоит от 60 рублей. Ну, этот будет вот такой большой Мгм. лист Мгм. Один. один. Ну и от производителя тоже зависит цена. Иранские они подороже бывают. Иранские? Ага, иранские, турецкие есть. Мы вот сделали турецкими фоамиранами. Я очень люблю турецкие производства. Ага, они очень хорошие. И китайские есть, и корейские. Они по толщине производители. как-то различаются? Да. Это когда цветы делаете, она То есть примерно вот 1 миллиметр. миллиметр. 1 миллиметр. И фоамиран бывает вот зефирный. Потрогайте, они очень мягкие. Ой, Ага. какой он, вот если его, допустим, сравнить вот с Да. этим, он такой твердый, а вот здесь вот совсем такой Вообще нежный, воздушный, бархатистый нежный, такой да. вот, Ага. как бархат в руках. От него можно делать без утюга, без ничего, вот такие цветы. Можно. Ага. И то есть вот это вот, допустим, ну как бутоньерка, да, бутоньерка, вот раз вот и мужчине Можно. на петличку, да, ну или какое-то платье украсить, да, как брошку. Да, можно. А можно волосы вот так вот, да? Ну как? Да, можно. Очень красиво. Так, и еще у нас есть вот брошюрка такая, это моя, авторская. Тут «Цветочный рай» называется. Тут цветы из фоамирана, пошаговые уроки есть. Тут сардана есть, цветок сардана. Да, вот. наш любимый и Ага. вообще это наш символ Да, вот нашей они. республики. Вот. Как красиво. Это все сардана, это лилия ведь. Ага, да, лилия. Лилия, ну там. русская. Мгм. Так, вот наши подснежники. Вот девочки сами все сделали. Ой, Это как мои красиво. девочки. То есть вот девчонки вот здесь вот выполнили вот такие красивые ободки Да. и украсили вот такими нежными подснежниками. То есть вот эти вот ободки, например, да, можно сделать вот для тематической свадьбы, например, да? Да, можно. Нарядить девушек в одну какую-то цветовую гамму и объединить их, допустим, вот этими подснежниками. Ну, если, допустим, свадьба где-нибудь вот в эту пору, да, весной, можно, в мае, там, конечно. допустим, в апреле. Очень красивые цветы, да? Вот, у нас еще есть розовые подснежники, оказывается, они растут. А где они валёками. растут? Валёками растут. Ой, какая красота. Ну, их совсем мало. То есть их действительно не нужно ни в коем случае вырывать и стараться, чтобы ну, как-то они были сохранены. Потому что с каждым годом, к сожалению, таких цветов, вот этих вот нежных, первых наших цветков, как вы говорили, пострелы, да? Ага, Мгм. Их становятся прострелы. Прострелы. Пострел везде поспел. Прострелы, они с каждым годом уменьшается их Да. количество. Потому что мы нещадно срываем их вместе с корнем, бывает, да, повреждаем корневую систему. Ведь этот цветок, чтобы вырваться из вот этого вот ледяного, ледового, снежного покрова, он же сколько силы надо иметь, да, вот у этого нежного цветка, чтобы он вылез и именно в холодной почве вот в этой, для того, чтобы радовать нас, для того, чтобы украсить землю вот первыми цветами. Так что вот именно с точки зрения экологии, наверняка вот вы, наверное, своим ученикам всегда говорите Да. вот именно об этом, да? Да, у что нас есть не еще надо рвать проект. цветы. Ага. А что за проект? Проект «Цветы из фоамирана», и там у нас экологическая сель. Чтобы не порвать вот эти наши цветы, вот сардану, вот подснежники, ну, которые занесенные в Красную книгу, да, чтобы делать самим. Вот.
как настоящие цветы. А вот здесь вот смотрите, вот прям вот этот материал фоамиран, да, он дает ощущение того, что настоящие подснежники, они вот какие-то вот именно вот снизу, они такие бархатистые, Ага, такие да, пушистенькие, да, как бы. И вот этот материал, он оказывается, ну, точно, вот, видимо, камера не передаст, но есть такое ощущение, как будто они вот, ну, действительно настоящие. То есть вот такая бархатистая, такая вот структура у этого материала, вот у этого фоамирана. То есть, видите, вот такой вот из этой бумаги можно создать вот такую красоту. И, ну, правда, вот действительно, друзья, в апреле, в мае вся лента Инстаграма, наверное, ТикТока будет заполнена вот этими замечательными цветами, настоящими. Ну, не надо, давайте не будем их рвать, а будем делать красивые фотографии так, как они есть, да, в земле. Да. Татьяна Осиповна, большое огромное вам спасибо, что вы научили нас сегодня изготавливать замечательный наш цветок, первый весенний цветок, с которым связываем мы свои надежды, преклоняемся перед этим цветком. Очень любим эти цветы, потому что действительно они первые весенние цветы и предвестники предстоящего лета. Ну, оставайтесь с нами.